И снова доброе утро, дорогие телезрители. Ну а мы с вами поговорим о психологическом состоянии, насколько оно важно, что на него влияет и как с ним работать. У нас сегодня в гостях Аида Альджанова, психолог, маг-практик. Доброе утро, добро пожаловать, Аида. Доброе утро. Расскажите, пожалуйста, что такое, маг-практика, о себе, какими практиками вы еще занимаетесь? Меня зовут Аида, я являюсь психологом, маг-практиком, обучалась гештальт-терапии, также и обучалась методу Мирей по становлению здоровой, уравновешенной личности. Кроме этого, обучалась еще и ориентированной психологии, это про семейную психологию, да. Касаемо говорить о том, что такое маг-практика, да, вообще, что такое метафорические карты, я вам расскажу. Я как раз захватила их с собой. Это отлично. Вот такие вот метафорические ассоциативные карты. Это не гадальные карты, как многие думают, да, там, это не магия или что-то в этом роде. Здесь, смотрите, в основном бывают люди приходят и не знают определенного запроса, например, ну зачем они пришли, да? И как раз-таки метафорические карты помогают выявить истинные потребности, да, вот те самые гештальты, которые нужно будет закрыть. И вот, например, зачастую ко мне приходят клиенты, особенно вот выбирают, например, вот эту карту, да. Я всегда задаю определенные какие-то вопросы, и они отвечают, например, на эти вопросы, понимают вообще, о чем речь. И в основном это выявление своих обид, страхов, тревожных состояний, да, и вообще как от него, ну как избавиться. Есть такие карты колод, например, там для того, чтобы проработать вопрос с деньгами, например, да, страхи, тревожные состояния, желания свои, да, как это должно реализоваться, или пробить свой финансовый потолок. Для этого нам помогают метафорические карты, чтобы войти, так скажем, подсознание человека, как для самого клиента, так и для специалиста, как для психолога, выявить истинные причины, так скажем, да. Отлично. То есть вместе с карточками легче пройти к подсознанию, верно? Да. Да, так скажем, дверь в подсознание, можно так Ой, сказать. отлично. Да. А сколько это времени занимает? Как это работает? Времени занимает примерно от часа до 2 часов, в зависимости от колоды карты, в зависимости от запроса еще, то есть как бы человек с чем хочет поработать, да. Вот. И есть, например, просто карты, например, универсальные, например, как вот эти, да, я просто их раскладываю, и они выбирают, задаю определенные вопросы. Есть просто определенные вопросы касательно, прям вот шаблонные, да, но так как я являюсь психологом, да, гештальт-терапевтом, я задаю дополнительные вопросы, которые помогают уже как-то зайти, так скажем, в тот самый корень, да, причину выявить, откуда появилась, с чем это связано. Возможно, это обида, вот, и как раз-таки обида — это же коктейль эмоций, и как раз-таки здесь внутри нужно выявить те самые чувства, которые он испытывал. Мы уходим в прошлое, опять же таки в детство, и прорабатываем это все, детско-родительские отношения в основном. Отлично. А что из себя представляет гештальт-терапия? Гештальт-терапия — это про целостность вообще, да. Его создал Фредерик Перлс. Это современное, так скажем, направление психотерапии. Он помогает людям жить в настоящем, комфортной, яркой жизнью. Сейчас очень актуально, может быть, вы слышали о том, что говорят там, сейчас я закрыла свой гештальт, например. Да? Сейчас очень актуально, сейчас много людей говорят. Это про что? Это про то, что когда вот вы хотите кушать, к примеру, да, все мы люди хотим кушать, и в момент, когда мы голодные, мы думаем о еде, то есть, да, наши идеи, фантазии. И когда мы уже создаем некий план, чтобы его удовлетворить, тогда формируется гештальт. Когда мы уже доходим, кушаем ту самую еду, которую мы хотели, гештальт наш закрывается автоматически. А есть незавершенные гештальты. То есть это больше не про еду, а это больше про психологическое эмоциональное состояние. Когда-то в детстве, например, ребенок, ну, уже совершенно взрослая девушка, да, она недополучила внимания родителей. И это уже незавершенный гештальт. Во взрослой жизни он очень сильно отрицательно влияет на
ее становление как здоровой, уравновешенной личности, вот как раз таки по моему методу Мирей, прям мы там, вот, например, приходит ко мне клиент, я смотрю, какие дыры есть у человека. То есть дыры — это про то, что чего он недополучил, это незавершенные его гештальты, то, чего он хотел в этой жизни, но, к сожалению, недополучил. И во взрослой жизни каждый человек закрывает, так скажем, свои незавершенные гештальты, дыры, которые нужно будет залатывать, да, определенные. Вот как-то так вот. И зачастую это очень сильно влияет еще и в отношениях между мужчиной и женщиной, да, в паре. Потому что каждый из них, вот встречаясь, думает, что тот человек меня осчастливит. Сейчас я встречу своего мужчину наконец-то, да, там на белом коне, там он мне исполнит все мои желания, которые не исполнили мои родители, так скажем. Но, к сожалению, ни молодой человек, ни девушка не несут ответственность за то, чтобы закрывать чужие гештальты, так скажем, да, чужие дыры. Приходится самим, а для того, чтобы знать, какие именно, люди ходят к психологу, осознают, понимают, действуют, закрывают и становятся более счастливыми. Потому что погружаться в свой мир, он настолько прям, знаете, интересный, постоянно раскрываешь себя по-новому. Вот это больше про это. А легко ли выявить гештальт, эти дыры найти? Может, мы попрактикуемся, не знаю. Мне кажется, это было бы интересно очень. Да. Или на картах. Можно будет, давайте прямо сейчас я могу вам разложить. Это те карты, которые вам нужно будет посмотреть. Давайте сделаем. Вот. Я вот так вот их разложу вам. Вам нужно будет выбрать метафорическую карту, которая больше всего нравится или больше всего раздражает. В данной колоде вот что-то одно нужно будет выбрать, которое больше всего цепляет, так приятно, прям вам так нравится. Кстати, вот, Аида, скажите, поделитесь секретом, как вообще найти такую картину. Очень много таких тестов в интернете было и есть, там, допустим, помните, с деревьями, с каким-то пейзажем. И всегда у меня было как? Я выбирала несколько вариантов, но очень через силу мне приходилось думать и выбирать один. А обычно же с картинами наоборот ассоциативно сразу взял, вот по душе и все. А вот вы сами не замечали то, что вам сразу, прямо, знаете, вы посмотрели, все сразу откликнулось, а потом вы начинаете все выбирать? Наверное, да. Вот. В этот я не могу вот этот момент выловить, где вначале я такая, все, понимаю, это мое, и потом уже перейти. Это ваша фокусировка, в этот момент вам нужно будет остановиться. Для этого нужно немножко подышать. Да, казалось бы, так-то вот просто легко подышать немного, да. И посмотреть на вот ту картину, которая в самом деле прям очень сильно откликается. Вы почувствуете это по телу. И как раз вот, когда люди ходят к психологу, они учатся жить чувствами, чувствовать. Это вот важная составляющая часть, когда вот вы чувствуете, потом осознаете, и только потом уже действуете. Вот смотрите, как у меня пошло. Я нормально шла, чувствовала тело, дошла до одной картины, и просто она соприкоснулась с моими планами, и я ассоциативно, возможно, сейчас ее выберу. Но смотрю и понимаю, что нравится мне здесь очень много чего. Давайте начнем с того, что меня чуть-чуть раздражает. Давайте, вот да. эта картина. Не то, что раздражает, но она меня триггерит, мне кажется. А что вы чувствуете в момент, когда вы смотрите? У меня просто сейчас очень много учебных завалов, и я понимаю, что это очень муторно и вот так грустно, а я не могу принять грусть в какой-то момент. То есть проживать грусть? Просто взять и погрустить. Признать ее, наверное. Я бы хотела заметить такой момент, когда люди подавляют свои эмоции, даже вот грусть, печаль, радость, злость, не имеет значения, то вы автоматически нажимаете на такую кнопочку, даже, например, элементарно. Многие думают, что если негативные какие-то мысли, это вот грусть, печаль, да, нам нельзя грустить, нам нельзя там злиться, раздражаться, беситься или вредничать, да, зачастую общество нам как-то И здесь в этот момент нужно будет не подавлять его, а проживать хотя бы несколько минут. Вот прям в этот момент думать о том, что вы чувствуете. Вы грустите,
есть же грусть, и она где-то в теле, она появляется, и вам нужно его проживать. То есть хотя бы немного поплакать, вот немного полежать, Давайте подушечку, вместе вот поплачем. Вот нужно вот именно прожить те самые чувства, которые есть. А для этого нужно будет чувствовать, подышать, самое главное. Подышать и почувствовать, ну, и легализироваться. Легализация, это называется проговаривать, что вы чувствуете. Вот, например, я злюсь, да? Я грущу, к примеру. И вот здесь вот как раз-таки, когда вы подавляете грусть, автоматически подавляете и радость. И когда в вашей жизни будет радость, не будет такого ликования, как обычно вы могли бы это проявлять и проживать автоматически. И все эмоции, которые подавляются, они влияют на тело. И они, может быть, слышали про психосоматику, да? Конечно. Подавленные эмоции, они проявляются в виде болячек на нашем теле, да? Вот, как-то так вот. Что вы еще видите? Это кто, по-вашему? Это я. Нет, знаете, я вижу, и просто, может быть, это картина моей грусти идеально, а я этого не делаю, я такая, неплохо ей, она зато учится и грустит. А я не учусь и даже грустить не успеваю. Вы чувствуете то, что она учится все-таки или нет? Я не знаю. Ну, то есть, я понимаю, что, простите там так, и по-любому что-нибудь она сделает. Хотя бы изнемогу. То есть вы в жизни делаете практически то же самое? Ну да. Потому что это нужно делать, чтобы меня не отчислили, по крайней мере. А чего бы вам хотелось? Закончить это все. Чтобы это все завершилось? Не то, чтобы просто взять, закрыть. Мне бы хотелось добить это все, потому что я понимаю, что это возможно. И потом перейти к этой картине. Я хочу, после того, как я все это сделаю, знаете, честно, я хочу на язык съездить и погрустить. Но это будет на самом деле радость, но проявленная атмосферная грусть. Я не знаю, насколько это нормально звучит. Вы немного свою грусть, такое ощущение, как будто синдром отложенной жизни. Вот Да. нужно погрустить именно там. А как вам такое, что вот погрустить даже сейчас? Немного, да, немного не весело, немного не радостно. Тем не менее, есть какие-то определенные события, из-за которых она грустит. Это ведь не только обучение, правильно? Ну да. Вот. Я думаю, в прямом эфире мы не будем раскрывать все, что внутри там вас, да. Я думаю, вы уже начали понимать, да, что говорит метафорическая карта. Это не только про обучение, которое здесь. Грусть в глазах – это... У нее прям такая Да. грусть. Да, ведь это намного глубже, чем про обучение, ведь так? Ну, про вас, если сказать. Ну, по большей части. Да. Если Там, сейчас, так, если сейчас вот так вот дальше ковырнуть, это уже не для эфира, наверное. это уже гештальт-терапия. Да, пойдет. уже терапия полноценная. А если с позитивными, то мне, например, понравилась вот балерина и вторая картина, может, она знакома мне, потому что. А до того, как их не было, мне понравилась эта картина. Наверное, с ее, да, возьмем. Или... Вот эту? Да. Она у меня ассоциируется со свободой. То есть со свободным вздохом, знаете, когда ты все заканчиваешь, такой... Это чем-то как-то... Ровно противоположно этому? Да, тому, чтобы наконец освободиться от вот этого состояния, наверное, да? Подышать, задышать. Да, я же говорю, у меня легкости не из хватает. крайности в крайности. Вот есть вот это и есть вот это. Но пока, ну, по крайней мере, транслирую я только позитив, оптимизм и все такое. Да, сколько энергии вы тратите на это? Ну, столько, сколько у меня есть. Я думаю, то, что она есть, и почему бы ее не тратить? А как вам такое, то, чтобы вот прожить грусть, получить здесь гораздо больше энергии, прям именно истинные те чувства, которые есть внутри, их прожить, вам станет больше ресурсов, больше энергии для того, чтобы чувствовать вот это состояние. У меня к вам вопрос такой. Что вы можете сделать для того, чтобы, ну, так скажем, выйти, может быть, из этого состояния? Не просто взять и уйти, да, то есть убежать от этого, потому что нахлынет. Там X200, наверное, Да. Вы слышали такое, то, что когда едешь в дороге, таксист говорю, гаишник останавливает, и вдруг взяла и заплакала, да? А он все
всего лишь остановил. Что такое? Да, и она начинает реветь и плакать. У меня было такое, например, да, и я думала, с чем это интересно связано, а оказалось, просто накопилось это все. Да, бывает же, вот чаша переполняется, даже вот если напор закрыть его, он же еще сильнее Да. пойдет. Ну, я вообще допускаю такие мысли, опять же, я жду, пока я все сделаю, вот я сделаю, потом приду к этому состоянию. То есть там уже формула, да, есть же вот эмоция, действие. Допустим, если мы хотим есть, нам нужно просто поесть. Да. Вот, если... Вам грустно? Вам нужно погрустить, значит. Видите, вы сами отвечаете на свою. Хорошо. Это не синдром отложенной жизни, он чуть-чуть немножечко, видите, как-то негативно влияет, и он может выйти не в тот момент, когда нужно. То есть вы понимаете, что вам грустненько, раз чуть-чуть немного погрустили, почувствовали, мне печально, мне грустно, да, и вы не тратите энергию, такие не улыбаетесь, не радуетесь, да, это вот то самое чувство, когда люди говорят же, что-то мне она такая странная немножечко, да, то есть люди же ведь чувствуют тоже по энергетике, да, на самом деле, и многие люди потом говорят, такое ощущение, что она там одела маску, да, там, или что-то в этом роде, когда люди прикрывают вот те самые глубинные чувства, или же, например, не злятся, да, это вот прям реально тяжелые чувства, которые подавляют, а потом на психосоматике очень сильно влияет, особенно злость просто, прям нереально. Я по себе это знаю, потому что у меня недавно был такой случай, буквально вот во время РУЗО, у меня начали болеть вот эти вот зубы прям жевательные. Я думаю, в чем причина, почему такое происходит? А оказывается, просто злость подавила на свою соседку. Это психосоматика? Да. Я была в шоке, такая, думаю, надо же. То есть нервы я удалила, да, с двух сторон, и они болят. Я звоню стоматологу, он говорит, ну вообще-то мы удалили. Что, мне нерв не доудалили? Да. Я говорю, быстро, что происходит? Да. Пидерочка. И он говорит, приходите, мы сделали рентген, он говорит, все в порядке. Я, конечно, естественно, пошла к психологу своему. Каждый психолог ходит к своему психологу. Это называется супервизия обязательно, да. Мы живые люди, и нам нужно будет в этом обязательно проходить психотерапию. И выявилось то, что я просто подавила злость. Буквально через 2-3 дня у меня перестало болеть зубы, вот чувствительность зубов на холодное, на горячее перестала. Стало намного легче, то есть боли нету. То есть как-то, видите, это как-то так помогает. Вот. А выходы из ситуации вы все-таки не сказали по поводу этой карты. Как вы думаете, как вы можете прийти к этому Прийти к состоянию? этому? Да. Ну, вы мне еще подсказали формулу, пережить это, потом сделать то, что нужно сделать, и прийти к этому. Естественно, да. Да, ну то есть там опять же, я считаю чуть-чуть, да, то есть не ввиду даже психологии, да, ввиду вообще нормального образа жизни, просто у тебя есть проблема, либо ты ее решаешь и потом живешь спокойно, либо она тебя все время вот так вот догоняет, она увеличивается и забирает энергию, потому что когда ты чем-то занимаешься, значит, все равно вот так вот всегда в голове, Да. говоря о гештальтах. Поэтому перейдем к ним. Говоря о гештальтах, всегда ли травмы связаны с детством? Потому что мы привыкли к тому, что все копаются в детстве, еще сейчас очень много понятий, да, недополучил где-то, не додали, и вот перекладывание ответственности на родителей. Вот ты вот так со мной поступил, а теперь вот что со мной происходит. Да, зачастую это позиция, знаете, жертвы. Да. Когда очень удобно не брать ответственность за свою жизнь, сказать то, что вот это мои родители виноваты, вы не додали мне, вы мне там не сделали этого. Да. Удобная позиция. На самом деле психолог помогает выйти из этой позиции, взять ответственность, стать более взрослым, и тогда жизнь становится намного комфортнее, счастливее. И да, детские травмы влияют. И нужно, знаете, пойти к психологу, не знаю, может быть, есть такие какие-то люди, которые смогут помочь. Но зачастую это психотерапевты, психологи только. Прожить те самые чувства, которые были на тот момент, легализировать это все, отпустить, потому что обиды — это вообще в целом это коктейль эмоций. Там внутри не только злость, там и печаль есть, там и грусть есть, там и отвержение есть, чувство отвержения, чувство брошенности, чувство пренебрежения, вот, боль есть огромная. И они его таскают.
как груз. Поэтому люди себя чувствуют тяжелыми, поэтому энергетика тяжелая, поэтому и замечает много негатива в жизни, нету фокуса на положительном. Почему? Потому что вот чем человек наполнен, то и он и выливает в жизнь, как бы, да. Вот. Поэтому очень важно все-таки проживать эти травмы. И благодаря психотерапии люди взрослеют, становятся действительно счастливыми, потому что начинают понимать корень, причины, почему так произошло, что сейчас они уже взрослые люди, когда им нужно самому, каждому человеку закрывать свои гештальты, которые уже были, потому что уже совершеннолетний ребенок, все, он уже автоматически сам закрывает свои гештальты. А для этого нужно выявить их. А ведь, как многие люди делают, я не обижен на родителей. Все, я не обижен, я им очень благодарен, они начинают видеть только хорошее, а потом не понимают, почему где-то в каких-то моментах начинают вот так вот срываться, раздражаться, там вот, либо они в один момент ссорятся и совершенно перестают общаться как-то, да, не понимают, в чем причина. А корень-то там, где-то глубоко, вот там вот была обида, которую он просто подавил, сказать, так, нам это нельзя. Мозг говорит, нельзя об этом думать, нельзя Как даже, ты можешь? нельзя, это твои родители, ты должен быть благодарным. То есть, опять же таки, социум навязывает, да, о том, что нужно уважать родителей. И я одобряю эту позицию, по сути, да, нужно уважать, ценить родителей, быть действительно благодарным, но для этого нужно избавиться от своих обид. Но, к сожалению, я думаю, не существует еще детей, которые вообще выросли без обид. Ну, просто степень обид еще есть. Можно помочь, например, у многих психологов дети менее травмированы, я бы так сказала бы, потому что они уже понимают, да, как расти детей экологично. Эти вот все сферы затрагивают и эмоциональную, духовную, интеллектуальную и физическую составляющую, да, дают им защиту, опору, да, веру в них, поднимает им самооценку, самооценность, да, что очень важно, по сути, во взрослой жизни. Спасибо вам огромное, Ида, за информативность, за практику именно здесь и сейчас. Я думаю, всем стало интересно поработать вообще с этими карточками. И, в принципе, дорогие телезрители, я вам желаю закрыть свои гештальты, задышать полной грудью. К чему мы все и идем. Пусть у вас жизнь будет легкой. Парите. Пусть у вас будет счастье, и пусть этому способствуют психологи. Поэтому, если вы понимаете, что вам уже надо, то вам действительно надо, вам не кажется. Ну а в гостях у нас Аида Альджанова, дорогие телезрители, маг-практик, психолог и гештальт-терапевт.